Доброе утро, Республика! Всем хорошего, приятного утра, приятного пробуждения. С вами Руслан Начиров и Вероника Тамтосова. С последними новостями сегодня, как всегда, расскажем все самое интересное, бодрое, утреннее. У нас прекрасные гости на самые различные интересные темы каждый день. Ну и не забываем, что у нас есть телеграм-канал. Да, называется он «Утро Якутии», и прямо сейчас, пользуясь QR-кодом, который вы видите на своих экранах, вы можете подписаться. Там у нас самые интересные сюжеты, новости и различная информация. Ну а самая главная информация с утра – это какая погода за окном. Итак, сегодня в центральных районах 1,7 градусов тепла, в заречной группе от -3 до +5, в южных 1 градус тепла, в Вилюйской группе -1, +3, в Нижнеленских 3 градуса тепла, в западных -1, -3, в Калмыцкой группе от 0 до 9 градусов тепла, в Янских -1, +2, на северо-западе 1,5 градусов ниже 0. В столице сегодня в 6 утра температура 4 градуса тепла, атмосферное давление 755 метров ртутного столба, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Сегодня днем небольшой дождь, мокрый снег, ветер западный 3,8 метров в секунду, порывы до 9-14. Но температура уже совсем осенняя, 5-7 градусов выше 0. Ну слушай, мокрый снег как-то неожиданно немножко. Эх, ну ничего. На календаре сегодня 17 уже сентября, и в этот день ровно 103 года назад, в далеком 22 году, в Москве состоялся первый радиоконцерт. В этот день впервые прозвучали слова «Слушайте, говорит Москва». Что никогда не задумывалась. Вообще, тут помнишь такой советский голос? «Слушайте, говорит Москва». Наверное, забыть это невозможно, кто это слышал, и очень приятно, когда на 9 мая все это, возобновляется, именно такие какие-то ассоциации с периодом начала работы радио и телевидения. Ну, а какие еще удивительные события связаны с этим днем, узнаем прямо сейчас. На календаре 17 сентября. Сегодня Всемирный день безопасности пациентов. По народному календарю в этот день отмечается праздник иконы Божьей Матери, именуемой Неопалимая Купина. В народе неопалимую Купину считали охранительницей от пожара и молнии. Кроме того, существовал обычай в случае пожара обходить вокруг горящего дома с иконой Богородицы Неопалимой Купины. Этот день в истории. Конституционный конвент Филадельфии принял Конституцию США. В Москве состоялся первый радиоконцерт. Открылись 24-е летние Олимпийские игры в Сеуле, Южная Корея. В этот день родились Сергей Боткин, русский врач-терапевт и общественный деятель, Константин Циолковский, советский ученый и изобретатель в области аэродинамики, основоположник, Анатолий Воронов, советский эколог, геоботаник, биогеограф, профессор. Георгий Менглет, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР. Агостиньо Нето, ангольский государственный деятель, первый президент Анголы. Владимир Меньшов, советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, народный артист РСФСР. Николай Петров, журналист, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, отличник телевидения и радиовещания Республики Саха-Якутия. Именины сегодня отмечают Александр, Василий, Григорий, Елена, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор и Юлиан. А мы желаем доброго, бодрого утра всем, кто к нам присоединился. И прямо сейчас передаем слово нашим коллегам из блока новостей. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Запуск тепла продолжается во всех районах и городских округах республики. Все 1157 котельных Якутии подготовлены к отопительному сезону в рамках ремонтных программ предприятий. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ и энергетики региона. Также для надежного прохождения отопительного периода подготовлено 4163 километра тепловых сетей, 1763 километра водопроводных, 748 канализационных, 853 километра линий электропередач различного класса напряжения, 116 дизельно-электрических станций. По информации республиканского ведомства, сводные планы мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду исполнены на 95%. Осталось проведение командно-штабных учений.
Минпросвещение страны не исключает повышение заработной платы учителей по всей стране. Об этом глава ведомства Сергей Кравцов заявил на полях Восточного экономического форума, который прошел во Владивостоке. Он отметил, что зарплата должна быть понятной и прозрачной. Кравцов указал, что Минпросвещение и Минтруд совместно следят за тем, чтобы средний уровень зарплаты учителей не оказался ниже среднего заработка по регионам. Соответственно, цитата: «В зависимости от того, как растет средняя зарплата по региону, растет и зарплата учителя», добавил глава Минпросвещения. Национальная библиотека Якутии празднует вековой юбилей масштабным форумом. 4-й международный библиографический конгресс стартовал в столице. Его участников поприветствовал Айсен Николаев. Глава республики наградил работников библиотечного дела, а также объявил о запуске нового проекта «Семейная библиотека. Сила книги». Цифровая коллекция классических произведений и мировых шедевров будет доступна всем жителям Якутии. Всего же за 3 дня в Конгрессе примут участие эксперты из 16 стран и 81 региона России. В центре их внимания тенденции развития библиографии и роль библиотек в цифровую эпоху. Моя секция будет, где я буду принимать участие, это секция по искусственному интеллекту и представления, связанные с искусственным интеллектом, поскольку занимаюсь я этим вопросом. Развиваем направления, связанные с будущим библиотек вот в той среде, которая будет связана с применением искусственного интеллекта. Поэтому я думаю, что заседания будут очень интересными, насыщенными. Ну и, конечно, мы ждем дискуссии, потому что брать искусственный интеллект от коллег и не преобразовывать его, конечно, нужно преобразовывать, нужно изучать, нужно знать, как он работает. Волонтеры общественного экологического проекта «Чистая Арктика» организовали масштабную уборку мусора в 2 районах Якутии – Булунском и Верхноянском. Например, в последнем на очистку вышли 110 человек. В поселке Батагай волонтеры привели в порядок смотровую площадку, где ранее работала обогатительная фабрика олова. После ее закрытия на территории осталось большое количество металлолома и бытового мусора. В результате уборки было собрано 6 тонн отходов. Ну а в школах Якутии продолжаются профилактические мероприятия в рамках месячника пожарной безопасности. Одной из таких площадок стала городская классическая гимназия номер 8. Сотрудник МЧС провел для ее учеников лекцию об основных правилах действий при возникновении очага возгорания. От причин появления огня до инструкций по использованию огнетушителей. Помимо этого была проведена и тренировочная эвакуация из здания. Здесь оценивалась не только скорость выхода из школы, но также слаженность действий и следование правилам. Знание правил пожарной безопасности – это обязательное мероприятие, потому что у нас это не только возникает в образовательных учреждениях, это все тоже может произойти в быту, на природе и так далее. Тренировочная эвакуация прошла хорошо, оцениваю тоже хорошо. Все вышли, свои обязанности, как проводить, все знают. Ну, мы переходим к еще более серьезным темам. Детство – особая пора, и безопасность медицинской помощи для детей требует особого внимания. Сегодня, 17 сентября, отмечается Всемирный день безопасности пациентов. Безопасность пациентов – это основополагающий принцип оказания медицинской помощи. Каждый вид, форма и условия оказания медицинской помощи сопровождаются определенными рисками для пациентов. Для повышения безопасности пациентов необходимы комплексные решения в рамках системы здравоохранения. В нашей студии директор педиатрического центра Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины имени Михаила Ефимовича Николаева Евгений Яковлев. Доброе утро. Доброе утро. Основная задача недели безопасности пациентов состоит в чем? Вообще, я бы хотел сказать, что безопасность пациентов – это основополагающий принцип вообще оказания медицинской помощи во всем мире. Сейчас этому уделяется очень большое внимание, и Всемирная ассамблея здравоохранения в 2019 году, понимая, что ключевой приоритет именно безопасность пациентов, выработала стратегию глобальную по безопасности для пациентов. И с 2019 года, именно 17 сентября, такой выделен день специальный, именно посвященный безопасности пациентов. Это всемирное такое мероприятие, и все страны проводят очень много тематических мероприятий. Это система здравоохранения, профилактическая система, в том числе в нашей стране Минздрав
России также он совместно с представителями Всемирной организации здравоохранения проводит в стране очень широкие тематические мероприятия. Это практические конференции, мастер-классы, различные круглые столы и очень много встреч, дебатов, включая не только медицинское сообщество, и родителей, самих пациентов, и представителей, что немаловажно, пациентских организаций. Наш Минздрав республики тоже не отстает. У нас идет неделя безопасности пациента с 15 по 19 сентября. И в этих рамках в нашем центре, в Национальном центре медицины, идут вот эти все мероприятия, конференции, брифинги, мастер-классы. Вообще, Всемирная организация здравоохранения выделила в этом году отдельную категорию. Это безопасность пациентов, именно детей, новорожденных и детей. То есть безопасность каждому новорожденному, лозунг такой, и каждому ребенку. И здесь идет именно как бы такой приоритет на более уязвимый контингент пациентов. Это, конечно, детское население, которое имеет свои особенности. И мы, конечно, вот непосредственно педиатры, да, наше профессиональное сообщество очень активно используем вот эту неделю, которую мы, помимо того, что еще раз напоминаем и осведомляем, обучаем наших работников, медицинских, фармакологических работников, ну и также привлекаем вот сообщества пациентские, родителей, самих пациентов. Вообще основные задачи Всемирного дня безопасности — это повышение осведомленности. Осведомленности о безопасности пациентов. Это как медицинские работники, так и, если мы говорим про охрану здоровья детства, это и родители, и родственники пациентов, и сами пациенты. Ну, тема, безусловно, очень важная, это понятно. Но вот какие риски существуют именно для детей? О чем должен задуматься каждый родитель? Ну, смотрите, риски. Вообще ребенок, да, он имеет свои особенности и очень уязвим при оказании медицинской помощи. Это, во-первых, это анатомические и физиологические особенности растущего организма, которые надо учитывать. Это надо учитывать о том, что очень многие процедуры, особенно инвазивные или хирургические вмешательства, являются очень большим стрессом для ребенка, да, и здесь нужна как защита родителей, так и защита медицинских работников, чтобы не нанести вред в любой степени пациенту. Это особенности послеоперационного ухода маленького пациента, особенности общения с родственниками, с родителями. И, ну, вот все такие нюансы, которые отличают, скажем, от взрослого пациента, когда мы с ним один на один в основном, и, возможно, с родственниками, и дети более уязвимы. Вообще здоровье, как основной наш капитал, основное наше богатство, ничего нету, как говорится, важнее здоровья, а тем более здоровья нашего подрастающего поколения, наших детей. А какие советы вы можете дать родителям пациентов при общении с медицинскими работниками? Во-первых, хотелось бы посоветовать, чтобы родители были, конечно, более активно вовлечены в сохранение, поддержание здоровья своего ребенка. При общении с медицинским персоналом надо всегда стараться не то чтобы никогда не стесняться задавать повторно вопросы, уточняющие вопросы, что-то, если вам что-то не нравится или вы хотите привнести какие-то предложения, обязательно надо общаться. То есть вот качественная медицинская помощь и безопасность пациента именно начинается с общения, я имею в виду про детей, именно очень тесного общения родителя или законного представителя ребенка с медицинским персоналом, особенно с врачом, а также с медицинскими сестрами. И, конечно, представление наиболее полной информации о здоровье ребенка. Потому что ребенок сам порой не может, забывает или в силу своего возраста вообще не может указать, а это является в очень многих случаях критически важным.
Ну, вот такие бы я посоветовал, конечно, ну, то есть более активно как бы входить в общение, никогда не оставлять на самотек какие-то процессы. Если вас интересует что-то или вы чем-то недовольны, что-то хотите предложить, всегда надо обращаться к медицинскому персоналу. Будут ли какие-то в рамках вот недели мероприятия, связанные именно с информированием родителей? Да, конечно. Мы проводим круглые столы. Вот сегодня у нас будет очень большая конференция, именно называется «Безопасность пациентов», безопасность каждому новорожденному и каждому ребенку. Вот в рамках этой конференции у нас очень много докладов, несколько секций, отдельно по новорожденным, отдельно по детям. Будет несколько круглых столов, брифингов. Вот мы сегодня, у нас будет круглый стол большой «Безопасное детство», где мы привлекаем и родителей именно пациентов, которые длительно болеют, с тяжелыми заболеваниями. Также приглашаем представителей пациентских организаций. Также проводим мастер-классы, обучаем их, ну вот, более такому тесной коммуникации с медицинскими работниками. Вообще хотел бы сказать, что по данным статистики Всемирной организации здравоохранения, каждый 10-й пациент получает тот или иной вред здоровью при оказании медицинской помощи. Это мировая статистика. Примерно каждый 20-й при получении первичной амбулаторной помощи также получает вред какой-то здоровью. И считается, что это даже снижает темпы экономического мирового развития. Спасибо большое. Ну, мы теперь осознали, насколько это важная тема. То есть даже для каждого из нас, кто, может быть, не всегда сталкивается, не повседневно сталкивается с медицинскими организациями, медицинскими какими-то услугами. Спасибо за информирование. Спасибо. Напоминаем, что неделя продолжается. Вы можете прочитать, какие еще в рамках недели будут круглые столы, активно поучаствовать, узнать для себя много нового. Также, уважаемые телезрители, сегодня, 17 сентября, в Якутске пройдет всемирная акция Дня безопасности пациента. В период с 21 часа до 22 часов якутская телебашня будет подсвечена оранжевым цветом. То есть это вот тоже такой символ. Присоединяйтесь к акции, задумайтесь о том, насколько, правда, это очень важно для каждого из нас. Ну а чтобы быть здоровым с самого детства, нужно соблюдать несколько правил, одним из которых является правильный питьевой режим. Вода как основа жизни играет огромную роль в организме человека. Наша рубрика «Мой доктор» вам напомнит о важности правильного употребления воды. Доброе утро! Питьевой режим играет важную роль в поддержании здоровья и благополучия. Правильное потребление воды обеспечивает нормализованный водно-солевой обмен, помогая организму эффективно функционировать. Вода участвует в процессах обмена веществ, терморегуляции, выведения токсинов, поддержания работы внутренних органов. Современные рекомендации для взрослого человека таковы. Около 1000 мл жидкости, то есть 1 литр в виде питья, 500-600 мл в виде супов и около 700 мл из овощей и фруктов, то есть 2-2,5 литра в день. Минимальное количество воды зависит от климатических условий, возраста, физической нагрузки. Например, при интенсивной работе на открытом воздухе или в жаркий день человек может потреблять до 6,5 литров жидкости в сутки. В жаркую погоду важно пить утром побольше, чтобы создать запасы в организме, а в течение дня регулировать объем потребляемой жидкости, избегая переизбытка. Соблюдение правильного питьевого режима помогает предупредить обезвоживание, повысить работоспособность и укрепить здоровье. Будьте здоровы! 5 сентябрьских продуктов, которыми проще всего отравиться. Будьте с ними очень осторожны. Иногда вкусный обед может закончиться серьезным отравлением. В сентябре мы еще часто едим фрукты, овощи, ягоды, зелень и другие полезные и вкусные продукты. Но будьте внимательны. Без предварительной подготовки многие из них могут спровоцировать серьезное отравление.
Ягоды и овощи с грядки. Сорвали вы огурец или клубники у себя на участке или купили на ближайшем рынке? Обязательно как следует вымойте их под проточной водой. Почти половина всех сезонных пищевых отравлений вызваны свежими овощами, фруктами и ягодами. То есть, что растут в открытом грунте, могут контактировать с землей. Зелень. Перед приготовлением тщательно мойте листья салата или шпината, а еще лучше обдавайте их кипятком. Дело в том, что норовирус человека – одна из самых распространенных причин пищевого отравления. Предпочитает именно широкие прохладные листья этих овощей. Дыни и арбузы. Правило, которому вы не должны изменять нигде и никогда. Обязательно самым тщательным образом мойте арбузы и особенно дыни перед тем, как нарезать их. Птица. Курица и индейка – это то мясо, которым проще всего отравиться. Причем бактерии, живущие в курином мясе, могут вызывать настолько серьезное отравление, что оно может закончиться трагически. Обязательно тщательно мойте руки после контакта с сырым мясом птицы. Не используйте нож и разделочную доску, с помощью которых вы резали курицу, для разделки других продуктов. Свежевыжатый сок фреши буквально кишат витаминами, но они не подвергались пастеризации, а значит все бактерии, жившие на кожуре фруктов или овощей, могут оказаться в вашем стакане. Если готовите соки сами, тщательно мойте фрукты и овощи, а лучше обдавайте кипятком. Если покупаете готовый, тщательно следите за процессом. То есть следите, чтобы это все не испортилось, не забродило, ни в коем случае не оставляйте в тепле. Помним, да, что это все очень быстро портится. Ничто так хорошо не дарит бодрость в начале рабочего дня, как утренняя зарядка. Польза зарядки неоспорима, но мы часто о ней забываем. Она способствует общему развитию и укреплению здоровья. Мы спешим вас зарядить энергией, проинформировать о самом важном, повысить сопротивляемость респиративным заболеваниям. Вы будете меньше болеть ОРВИ и ОРЗ, укрепляете сердце, сосуды, дыхательную систему. Это все благодаря зарядке. Всем доброе утро, дорогие жители нашей республики! Сегодня с вами на связи тренер Света Миронова, и мы с вами сделаем классную зажигательную зарядочку. И давайте вместе со мной мы с вами поднимаемся. Первым делом начинаем с разминочки, подготовим наше тело. Сделали хороший вдох через нос, вытягиваемся наверх и выдох, наклоняемся. И еще раз, хороший вдох, вытянулись, выдох и последний раз вдох. И выдох. Супер, отлично. Выпрямились. Начинаем круговые движения головой. Раз, два, три. В другую сторону. Раз, два, три. Кисти на плечи и круговые в плечевом. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. И раз, два, три. Супер! Сейчас мы выполняем шаг в стороны, немножко разогреем наши суставы, чуть-чуть слегка приседаем и ножку вытягиваем, подключаем наши руки, локти отводим назад и раз, два, три, четыре, пять. Выполняем развороты, поворачиваем корпус в стороны, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Подключаем ножки, выполняем захлест и раз, два, три, четыре, пять, шесть. Супер, еще раз сделали вдох, выдох. Сейчас мы с вами добавим немножко интенсивности. Начинаем бег на месте, поднимаем наши коленки и побежали. Давайте 20 секунд. Самое главное, мы с вами дышим. Вдох выполняем через нос, выдох через рот. Супер, отлично. Подключаем приседания, ножки в стороны, присели, ножки вместе. И давайте энергичнее. Вдох, сели, выдох, встали 5 раз. Раз, два, три, четыре, пять. Есть. И последний. Хорошо, отлично. Теперь мы ручки берете за замочек и за затылок. Поднимаем коленку и крест-накрест, локоть, колено. Поехали. Раз, два, три, выдох, 4, 5, 6, 7, 8. То же самое, но уже с прямыми ногами и руками. Раз, два, выдох, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Выполняем выпады на месте, чтобы проработать мышцы ног. Смотрим. Хороший широкий шаг назад. Присели, на выдох и колено. На одну ножку выполняем 5 раз. Сели, выдох, за равновесием следим. 3, вдох, выдох, спинку держим ровно. 4 и
5. Сейчас мы с вами меняем ножку. Вдох, выдох. 1, 2, 3, 4, 5. Отлично. Ноги поставили шире плеч. И давайте сделали хороший вдох. И приседаем. Выдох. Поднимаемся. Вдох. Выдох. И в заключении мы с вами растягиваемся. Сделали хороший наклон. Растягиваем всю заднюю поверхность ног. К правой ножке. 1, 2. К левой ножке. 1, 2, 3. Ручки взяли. Вытягиваемся вперед. Спинку округляем. 3, 4. И прогнулись. 1, 2, 3. Хорошо. Встряхнули, расслабили ручки. И давайте восстановили дыхание на последних. Вдох, выдох. С вами была тренер Света Миронова. Всем отличного дня! Очень энергично, очень бодро, интересно. Ну, вообще интересно вокруг много. И зарядиться энергией можно не только благодаря зарядке, но и путешествиям. С начала этой недели поехать в Китай на отдых или по делам стало намного проще. Отменены визы для россиян. Однако и у безвизового въезда есть свои условия. О том, какие документы потребуются для пересечения границы, что важно знать и какие прогнозы строят турбизнес и компании-перевозчики на ближайшее время, узнаем прямо сейчас. Китайское направление уверенно росло по продажам туров и до введения безвизового режима. Так, например, летом рост спроса у туристов составил около 10% по отношению к прошлому году. Однако уже в первые дни после объявления о безвизе продажи туров в Поднебесную удвоились. Люди в основном едут в Китай на стоматологические оздоровительные туры. Будет им проще приехать к нам поодиночке. И многие люди у нас уже интересуются самостоятельными поездками в Китай. Больше будут передвигаться, знакомиться с Китаем сами, не покупая космически дорогие путевки, и больше узнают мир. Именно желание больше узнать о Китае двигает людьми ехать путешествовать. Тем более уровень сервиса и транспортная логистика сейчас намного выше и удобнее, чем было раньше. Если сравнивать Китай, допустим, 18 лет назад, да, когда тоже я часто его посещала достаточно, и сейчас, то это просто небо и земля. Это просто от сервиса, от отношения, от клиентоориентированности, от состояния отелей, от сервиса, там, доставки еды, да, элементарной, да, какой-то там, в принципе, вот большого разнообразия там какого-то еды, допустим, вплоть до состояния самих достопримечательностей, самого города. Якутию и китайский Харбин связывает прямое авиасообщение, но бюджетнее всего добираться до Поднебесной на поезде через Благовещенск и Хэйхэ. Это самый популярный и востребованный вариант поездки. А безвизовый въезд еще больше подогреет интерес, уверены перевозчики. Конечно, однозначно это повлечет за собой увеличение пассажиропотока. Порядка где-то ожидаем, значит, 15-20%. Значит, пассажиры эти, безусловно, будут перевезены. Сделаем все возможное для того, чтобы организовать такую перевозку. Несмотря на отмену виз, некоторые условия для свободного пересечения китайской границы все же нужно соблюсти. Обязательно важно иметь заграничный паспорт со сроком действия не менее 6 месяцев. И, конечно, обязательно нужно соблюдать такие процедуры, как бронирование гостиниц, авиабилеты, и регистрацию также у принимающей стороны. При этом обязательного требования медицинской страховки в условиях безвизового въезда нет. Однако нужно помнить, что в случае болезни во время поездки лечение может обойтись в копеечку. Как утверждают представители туротрасли, путешествующим важно заранее позаботиться о всех нюансах поездки, особенно если она самостоятельная. Бронирование сейчас происходит даже на зиму, январь, февраль. Глубина бронирования существенно расширилась. А чтобы отдых не омрачился неприятными неожиданностями, нужно учесть и некоторые нюансы в особенности страны. К примеру, нужно быть готовым к тому, что основной способ расчета в Китае по QR-кодам, по Alipay или WeChat. Однако во многих местах по-прежнему принимают наличные, которые нужно обменять еще до выезда в Россию. Также понадобятся карты и приложение для вызова такси Didi. Общаться с китайцами лучше через онлайн-переводчики, а для связи удобно пользоваться eSIM для путешествий или приобрести у китайских операторов SIM-карту, так как роуминг через российских операторов довольно дорогой. В любом случае, тщательная подготовка и изучение всех нюансов поездки поможет сделать поездку комфортным, а отдых интересным. Туяра Филиппова, Артюмен, Сергей Щипачев, Якутск.
От достопримечательностей Китая переходим к их школе. Специальные повязки с искусственным интеллектом для школьников испытали в Китае. Они предназначены для отслеживания внимания на уроках. Устройство считывает мозговую активность и сигнализирует разными цветами. Красный означает, что ученик сосредоточен, а синий отвлечен. Информация автоматически передается также и родителям. Вероника, как ты думаешь? Ну, слушай, это пугает, если честно. Ну, потому что на самом деле постоянно быть включенным невозможно. Ну, то есть, если, будем надеяться, что в Китае родители очень просвещенные, но концентрация внимания у маленького ребенка, особенно начальной школы, да, об этом скажет любой педагог, она достаточно блуждающая. То есть ребенок не может все 45 минут концентрировать постоянно внимание. То есть нормальный, здоровый ребенок, он концентрирует какой-то небольшой промежуток времени и внимания, потом отвлекается, мозг отдыхает, как бы приходит в себя и концентрируется снова. Почему проводятся физминутки, да, а почему проходят тренажеры для ручек, да, потому что, взрослому человеку трудно концентрироваться бесконечно, а ребенку тем более. И вот здесь вот я очень боюсь, что если это будет введение повсеместное, то мы столкнемся с перегибами со стороны учителей и родителей, когда ребенка просто задергают требованием, чтобы он концентрировал внимание. Ну, как в продолжении, мне кажется, что еще не хватает электрошока, который, когда лампочка меняется. Нет, но я думаю, что здесь все-таки речь идет о том, чтобы отследить мозговую активность детей, да, какую-то статистику, может быть, восприятие материала. Вот для целей исследования это здорово. Для целей повсеместного применения и попытки концентрировать внимание это не очень хорошо. Может быть, для оптимизации программы обучения это было бы классно, отследить, на каких элементах сейчас дети больше концентрируются и что им интереснее. Вот с точки этого зрения я поддерживаю. А вот как применение именно «ах, ты отвлекся, все», это звучит очень страшно. Но вообще вы знали, что мы спешим поделиться интересными фактами, что в якутском языке существует более 40 синонимов к слову «снег», или что в нем можно одним лишь изменением гласного звука рассказать, откуда ты родом. Удивительно, правда? Ну, я, честно говоря, до недавнего времени не задумывался об этом, а сегодня мы приоткроем дверь в удивительный и богатый мир якутского языка и изучаем его вместе нашей постоянной рубрики. Ити күнінен. Тох кепсен. Это нягат до. Сегодня мы научимся задавать простой вопрос на якутском языке. Для этого мы будем использовать интонацию, вопросительные слова, частицы и окончания. Возьмем простое повествовательное предложение. Мы идем в лес. Бигиги оюрга барабыт. Повтори, пожалуйста. Бигиги. Бигиги. Оюрга. Оюрга. Барабыт. Барабыт. Теперь придумаем к нему вопросы. Сначала используем частицу «до». Мы идем в лес. Оюрга барабыт до. Повторяй, пожалуйста, Аня. Оюрга барабыт до. Оюрга. Оюрга. Барабыт. Барабыт. До. До. Мы использовали вопросительную частицу «до». Оюрга барабыт до. Еще раз. Оюрга барабыт до. Молодец. А теперь используем вопросительное слово «когда» – «кахан» и вопросительное окончание «ый». Когда мы идем в лес? Оюрга кахан барабыты. Оюрга. Оюрга. Кахан. Кахан. Барабыты. Барабыты. Мы использовали вопросительное слово «кахан» и окончание «ый». Оюрга кахан барабыты. Таким же способом можем задать и другие вопросы. Почему мы идем в лес? Оюрга того барабыты. Повторяем. Оюрга. Оюрга. Того. Того. Барабыты. Барабыты. Оюрга того барабыты. С кем мы идем в лес? Оюрга кимнин барабыты. Оюрга. Оюрга. Кимнин. Кимнин. Барабыты. Барабыты.
Как мы пойдем в лес? Оюрга кайдах барабытай. Оюрга. Оюрга. Кайдах. Хайтах. Барабытай. Барабыты. Молодец. Еще имеется вопросительная частица «ду», которая чаще используется для выражения сомнения или неуверенности. Мы идем в лес или нет? Оюрга барабыт ду сохду. Повторяем. Оюрга. Оюрга. Барабыт ду. Барабыду. Сохду. Сохду. Молодец. Ты заметила, как меняется интонация в вопросительных предложениях? Понижается или повышается? Повышается. Повышается, да. Иногда интонация может служить единственным средством Иногда интонация может служить единственным средством образования вопросительного предложения. Например, «Оюрга барабыт» – мы идем в лес, интонация понижается. «Оюрга барабыт» – идем в лес, интонация повышается. Отлично! Сегодня мы научились задавать простые вопросы. Обязательно попробуйте сделать это самостоятельно. Керсех хадери. Керсех хадери. Но учебный год уже начался, многие дети пошли в 1 класс. Обычно старшеклассники пишут сочинения «Как я провел лето», но первоклассники только начинают изучать алфавит и писать пропись. А вот герой нашего следующего сюжета уже мог бы в первые дни учебы написать сочинение, которое удивило бы не только старшеклассников, но и студентов. Что там, даже уже взрослые люди с любопытством и удивлением послушали бы такой рассказ. Дело в том, что первоклассник Дима покорил Эльбрус. Давайте посмотрим, как это было. Ремонт завершен. Юный альпинист любуется видами самой высокой горы России. Первоклассник из Крыма Дима Назаров вместе с отцом Сергеем покорил восточную вершину Эльбруса, которая находится на отметке 5621 метр над уровнем моря. Горы были красивые, делится своими впечатлениями маленький Дима. Я сегодня поднялся на вершину Эльбруса! Круто, Димас? Да. Круто мы все сделали. А какой вид здесь? Тебе нравится этот вид? Красивый вид? Горы крутые. Отец мальчика отметил, что начал брать сына в походы с раннего возраста. После покорения южного склона Эльбруса в прошлом году семья приняла решение преодолеть более сложный маршрут. Восхождение на Эльбрус придумал мой папка. Еще до ЗУСУ, еще поляна на море и штурмовой лагерь. А потом уже тренировки и на самую вершину. Мы на вершину стартовали ночью и шли под звездами. Очень красивое небо было. Когда мы поднялись на вершину, было желание снять кошки. И горы были красивые на вершине Эльбруса. Очень красивые! И там еще выше вершины Эльбруса летал вертолет! Как только он стал транспортабельным, я сначала стал его носить в горы, потом он стал ходить уже своими ногами в горы. Мы сначала ходили по Крыму, потом начали выбираться на Кавказ и постепенно наращивали высоту. То есть с каждым годом мы набирали высоту. В прошлом году мы поднялись уже на 4600 на южном склоне Эльбруса. Это серьезная высота. Да, на южном склоне сравнительно простые маршруты, как раз подходящие для детей. И мы проверили его адаптацию, его акклиматизацию. И оказалось, что он очень хорошо себя чувствует на высоте, гораздо лучше, чем многие взрослые. Мужчина добавил, что ночное восхождение было выбрано из-за более стабильной погоды. По словам отца, опытные спортсмены с изумлением наблюдали за продвижением храброго героя. Все страшно удивлялись, когда видели маленького мальчика, идущего в кошках, в связке, в системе, с карабинами и с палками по леднику, наравне со взрослыми людьми. Вот это вызывало шок, и люди просто стояли, смотрели с квадратными глазами, кто-то обнимался, кто-то фотографировался, кто-то там вкусняшками баловал. Альпинист также сообщил, что семья подала заявку в Книгу рекордов России, чтобы зафиксировать достижение Димы как самого юного покорителя восточной вершины Эльбруса с северной стороны. До этого ни один ребенок не поднимался по этому маршруту. А ты тоже с веревкой?
Удивительная история, но на дворе середина сентября. Сезон работ в огороде заканчивается, осталось выполнить лишь несколько обязательных работ, к одной из таких относится влагозарядковый полив. Хотите помочь своим растениям пережить холодную якутскую зиму и увеличить плодоношение и прирост зеленой массы в следующем году? Тогда советы нашего эксперта будут вам в помощь. Середина второй декады сентября я вот занимаюсь поливом, да. Многие, наверное, удивятся, почему я это делаю. Существует такое понятие – влагозарядковый полив. Наш регион засушливый, 200-250 миллиметров осадков. Это на уровне города Ташкента, полупустыни, полустепи. Поэтому весной растениям не хватает влаги. Не хватает влаги, и то, что вот я делаю, это называется влагозарядковый полив. Где-то проливаем в нашей научной такой терминологии 250-300 тонн на гектар из такого расчета, да? Проливаем, ну, я чисто визуально определяю. У нас все равно лишняя влага не возникает. Есть вечная мерзлота, которая способствует, ну, она как экран, она задерживает на 1,5 метрах влагу. И вот эта влага, 1,5 метра, должна насытиться влагой. Тогда растения будут хорошо расти следующим летом. Вот я проливаю растения рябинника рябинолистного. Тут они были у меня посеяны. Это растения, которые будут реализовываться в следующем году. И для того, чтобы они прямо после таяния снегов начали возрождаться, потом расти, цвести хорошо, быть хорошим товаром, я и осуществляю этот полив. Поливать надо все растения, буквально, и овощные грядки, и под деревьями, под кустарниками. Все надо пролить хорошенько. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. С 2026 года пенсии в России будут индексировать в 2 этапа. С 1 февраля выплаты повысят на уровень инфляции, а с 1 апреля с учетом доходов Социального фонда России. Об этом накануне заявил председатель СФР Сергей Чирков. Он пояснил, первая индексация будет касаться страховой пенсии. Она будет формироваться на уровне инфляции предыдущего года, то есть роста цен, который был зафиксирован в прошлом году. По словам Чиркова, вторая индексация будет зависеть от доходов соцфонда, которые будут формироваться из страховых взносов, зависящих от уровня заработной платы в стране. Более 40 социальных объектов планируется ввести в Якутии до конца этого года. Ход их строительства и готовности обсудили члены правительства. Так, строительство спорткомплекса в микрорайоне Спортивный задержалось в связи с переселением горожан из аварийного жилья. Его планируют ввести в следующем году. В селе Матта Мегино-Кангаласского района будет готов дом для престарелых и инвалидов. Помимо этого рассмотрели ход строительства одного из крупнейших культурных кластеров Дальнего Востока – Государственной филармонии и Арктического центра эпоса и искусств. Работа идет в ускоренном темпе, готовность объекта 83%. Готовность объектов, она достаточно высокая, ну, то, что сегодня рассмотрели, да, вот, как я сказал, водные объекты, но ряд таких рабочих моментов есть, которые нами совместно с заказчиками решается, поэтому по вводу объектов изначально мы планировали порядка 60 объектов в текущем году, но с учетом того, что ряд объектов перенесены из-за перевода лимитов, также есть вопросы по финансированию, есть и технические вопросы, и, соответственно, общее количество водных объектов у нас корректируется и сейчас составляет более 40 объектов.
Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики приступил к масштабной программе по обновлению работы Центров здоровья в Якутии. Отмечается, что инициатива нацелена на повышение качества профилактической помощи и ее доступность для жителей всей республики. Основой для изменений стали новые методические материалы, разработанные учеными-специалистами в области терапии и профилактической медицины Минздрава России. Жители Якутии проявили высокую активность в 5-м всероссийском онлайн-голосовании по выбору территории дизайн-проектов благоустройства. В этом году в республике за проекты был отдан 95 641 голос. Само голосование проходило с 21 апреля по 12 июня на платформе загородсреда.госуслуги.ру в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды и в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Для выбора жителям были представлены проекты 76 общественных территорий в 34 поселениях республики. Голосование выявляет приоритетные проекты для реализации. Саха-академический театр имени Платона Аюнского открывает юбилейный 20-й сезон. 18 сентября театр распахнет свои двери для зрителей спектакля «Мать» по мотивам произведения классика мировой литературы Карла Чапека. Театр продолжает радовать зрителей своими предыдущими спектаклями. В репертуаре сохранились несколько популярных спектаклей, успешно представленных в прошлом сезоне. Билеты можно приобрести в кассах театра и на официальном сайте. При этом действуют социальные скидки, а также доступна оплата пушкинской картой. Для студентов предоставляется скидка в 25% при предъявлении студенческого билета. В художественно-проектном совете мы посоветовались о 3 направлениях под руководством нашего художественного руководителя Андрея Савича Борисова. И там выявили 3 направления. Это тема ЗВО и социально-психологическое направление, как и бывает в драмтеатре, да? И 3 направление – это мистическое направление. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Но мы продолжаем делиться самыми интересными новостями. Итак, Аланхо в новом формате. Живой звук, чувство. Абах и девушка-воин в постановке Сергея Потапова 24 и 25 сентября Национальный театр танца Республики Саха-Якутия имени Зверева К.Л. приглашает зрителей окунуться в захватывающий мир пластического спектакля с грозными очами, с острыми кулаками «Девушка-богатырь Кыдаан», созданного по мотивам великого эпоса Аланхо. Постановка режиссера Сергея Потапова откроет театральный сезон и обещает стать уникальным событием, где классическая якутская культура встретится с современной хореографией. И сегодня в нашей студии директор Национального театра танца Республики Саха-Якутия имени Сергея Зверева К.Л. Саргалана Борисова. Доброе утро. Саргалана Никитич, доброе утро. Ну, совсем скоро ожидается открытие нового театрального сезона. Какие нас ожидают постановки, что нового, что интересного? Для нас, для коллектива театра, открытие нового театрального сезона – это, конечно, радостная, да, огромная радость. И мы все с нетерпением, с большим волнением ждем открытия нового театрального сезона. И вот, как вы уже сказали, мы открываем свой сезон премьерой пластического спектакля «Кынчарханна харахтах, крылах сутруктах кыз Кыдан бухатыр». С грозными очами, с острым кулаком девушка богатырь Кыдан. Да? Кстати, мы первыми зрителями этого спектакля стали жители Сунтарского улуса. Мы на республиканском цехе, посвященном 125-летию Кылола, привезли этот спектакль и подарили гостям и жителям Сунтарского улуса. Поэтому как раз-таки для нас это очень... Этот спектакль мы, конечно же, посвящаем юбилею Кылола. И для нас это очень ответственно и важно, что в такой значимый год мы как раз-таки, получается... презентуем, обращаемся к наследию Кылола. Это здорово. Да. А скажите, что отличает ваш театр от других театров? Основные отличия? По-моему, уже в названии театра, Национальный театр танца Якутии, уже звучит какая-то особенность. И основное отличие – это как раз-таки в нашем театре переплетаются традиционная якутская музыка и танец
современными, да, формами, ну, в прочтении с современными формами искусства. Вот. И ну, у нас в театре вот, одновременно существуют как традиционные танцы, так и современные танцы. Есть у нас вот, ну, уникальность нашего театра еще в том, что у нас есть единственный в республике, возможно, ну, в России, в мире оркестр национальных инструментов Якутии, да, и вот это вот все вкупе у нас вот как раз-таки, да, вот в этом особенность нашего театра. И, конечно, мы сохраняем и развиваем наследие Сергея Афанасьевича Зверева и Крылова. Ну, это здорово, но как удается вот найти подход к молодой публике, то есть молодежной аудитории, к юному зрителю? Есть ли какие-то постановки, может быть, ближе ну, к возрастной этой группе? Ну, поскольку мы театр, который не имеет собственной сценической площадки, да, к своему зрителю мы идем сами. То есть мы выступаем на разных площадках. Ну и, конечно, сейчас, ну, по-моему, перед каждым театром вообще стоит задача, да, привлечения нового зрителя. Конечно, у театра есть свой постоянный, да, уже друзья-зрители, но мы сейчас много работаем над тем, чтобы как раз-таки привлечь молодежную, да, публику и молодого зрителя. И в этой связи вот мы совсем скоро, ну, у себя уже, да, в театре балетный зал свой будем переформатировать в некое небольшое пространство сценическое. И будем там, значит, представлять уже, ну, новые форматы для нового зрителя. Ну, арт-пространство — это всегда здорово, да. Наверняка это найдет отклик, получается, у современных зрителей. Мы надеемся. Планируется ли в ближайшее время участие артистов театра, ну, в фестивалях, например, да, и в конкурсах? Да, вот, кстати, вот после премьеры пластического спектакля мы этот спектакль повезем вот прямо в начале октября на 35-й международный театральный фестиваль в Санкт-Петербург. Мы его откроем. Вот, также мы планируем, ну, наш театр попал в программу Министерства России «Мы Россия», это концертно-гастрольная программа, да, и с этой программой, с очень интересным репертуаром мы в начале ноября поедем в 3 национальные республики. Это Марий-Эл, это Башкирия и Татарстан. Поэтому, да, действительно, вот первая половина года она обещает быть очень активные, очень да, очень насыщенные насыщенные, фестивали, да. Гастроли нас ждут. Ну, а творческие планы, может быть, вот после такой грандиозной премьеры, потому что, ну, правда, грандиозно, это очень интересно, пластика, а в современном направлении, то есть изложение наших национальных традиций, но уже доступно для массового зрителя, то есть для любой национальности, любой, это здорово. А какие еще планируются творческие направления раскрыть в этом году? Ну, планов у нас много. Сейчас у нас театр, ну, идет обновление, да, в целом вообще деятельности театра. Мы готовим много интересного. Весь репертуар, все секреты свои мы, конечно, раскрывать не будем, но то, что это будет однозначно как для традиционного нашего зрителя, то есть уже давних поклонников театра, так и нового зрителя, однозначно программа будет интересная. Да? Вот, допустим, мы при театре начинает свою работу творческая лаборатория, вот, ну, как бы экспериментальная такая площадка, где молодые режиссеры, хореографы, ну, вообще люди творчества, искусства, да, будут как бы вот приходить и проявлять свое творчество и делиться с ним как раз-таки с зрителем. Это будут перформансы, небольшие какие-то постановки музыкальные, вокальные, это будут беседы, пластика, хореография. В общем, да, звучит очень креативно. Да. Спасибо большое, очень интересно. Я думаю, что многие зрители сейчас заинтересовались, кто еще не сталкивался с этим направлением и с удовольствием будет причастным к этому. Ну а сейчас мы отправляемся в увлекательное путешествие по одной из улиц нашего города, улице Каландрашвили. Улица Каландрашвили находится в сердце Якутска и хранит память о разных эпохах.
изначально она носила имя Соборный из-за того, что здесь находился Якутский кафедральный собор, но в народе ее называли Губернаторской, так как тут находился дом губернатора. Но в 1914 году ей дали имя Ивана Крафта, уважаемого гражданина и губернатора. Но после революции в 1917 году ей присвоили имя Нестора Каландаришвили, революционера и участника гражданской войны. Хоть и старинных зданий здесь и не осталось, но дух истории здесь остается. Улица Каландаришвили является одной из основных улиц города Якутска протяженностью 800 метров. Здесь работают школа номер 31, студенческие общежития СВФУ, бассейн Долгун и комбинат питания СРГЛЭХ. Улица Каландаришвили окружена жилыми домами, магазинами и кафе. В ней всегда кипит жизнь. Ее ритм задают школьники и студенты. Мне было очень интересно изучать историю улицы Каландаришвили, как она меняла название, застала разные эпохи и как она до сих пор остается важной частью жизни Якутска. Всегда интересно узнать что-то новенькое о улицах нашего города и пройтись по ним. Всем желаем доброго утра, хорошего настроения, такого бодрящего сегодня. Не забывайте, что достаточно похолодало, поэтому одевайтесь потеплее, но это не повод отказываться от замечательной прогулки. Да, ну и напоминаем, что уже завтра в это же время на наших телеканалах мы снова с вами встретимся, чтобы еще раз взбодрить вас перед новым рабочим днем. Ну и, конечно, согреть улыбкой и хорошим настроением. И напомнить, что утро – это не повод хмуриться. Увидимся с вами завтра. До новых встреч в эфире. Пока. До встречи.